Селимицизбе. Здравствуйте, меня зовут Ажар, и мы с вами продолжаем запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы быстро запоминать казахские слова, тем самым увеличивать лексикон казахского языка и постепенно начать понимать и начать разговаривать на казахском языке. В каждом видео я рассказываю, демонстрирую легкий способ сделать это быстро и эффективно. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как ага. Ага, вот это вот г с черточкой, она звучит как р. Ага, ага, не ага, не ара, а ага, ага. Ага – это дядя или старший брат. Угу. Ну, у казахов практически знак равенства между дядей и старшим братом. То есть дядя – это брат отца, к примеру, да? Брат матери там чуть-чуть по-другому. Ну, также ага, но только там приставка есть со стороны матери. Вот. Или любой, в принципе, можно сказать, любой взрослый человек, который примерно возрастом, как твой дядя. К нему можно обратиться как ага. Угу. Даже незнакомый абсолютно человек, если он примерно как твой дядя или как старший брат возрастом. К нему можно обратиться как ага. И вот знак равенства между дядей и старшим братом, потому что, ну, брат отца, например, да, это такой близкий родственник, как твой брат, как твой старший брат. Угу. Вот. Я подобрала вот такую картиночку. Ну, вот здесь вот ага, дядя или старший брат. И вот он помогает своему племяннику. Вместе они читают что-то. Вы можете подобрать любую другую для вас удобную картинку. Теперь мы начинаем составлять русские предложения. Подставляем вместо слова дядя или старший брат слово ага. У меня есть родной ага. Все братья моего отца для меня ага. У меня было 5 ага со стороны отца. И у меня не было ни одного ага со стороны мамы. Я обратилась к взрослому человеку, спросила у него: ага, как мне проехать вот к такой улице? Когда человек обращается к незнакомому человеку ага, это подчеркивает его уважение, как будто он обращается к родному человеку. И, соответственно, он получает такой же теплый ответ от этого же вроде незнакомого человека. У нас у казахов культивируется с самого рождения, с самого детства культивируется уважительное отношение к ага. Ну, не только к ага, ну и, конечно, к взрослым женщинам, но вообще к взрослым людям культивируется уважительное обращение. Уважение. Ты должен проявлять уважение и почет. Даже если эти люди тебе не нравятся. Они могут не нравиться тебе, ты можешь их не любить. Но проявлять уважение ты обязан. Вот такое воспитание. Ну, по крайней мере, у нас в семье было такое воспитание. И в отношении моей дочери я тоже придерживаюсь именно такой политики. Потому что я считаю, что уважение к ага воспитывает у людей какое-то чувство, что есть какая-то иерархия, есть какая-то пирамида, в которую человек встроен. Вот. И эта пирамида, это родственная иерархия, это иерархия отношений, она помогает ему в какой-то степени как бы найти равновесие в жизни.
То есть найти какую-то стабильную точку, от которой можно потом оттолкнуться. Вот. Ну, я считаю, что все взаимоотношения между племянниками, тетями, племянниками, родителями, детьми, они помогают человеку все-таки осознать свою роль в обществе, осознать свою роль вот в кругу родственников, вообще осознать свою роль в жизни, что ты не один, что у тебя есть и преимущества, и у тебя есть и ответственность перед другими людьми. То есть ты не считаешь, не чувствуешь, что ты никому ничего не должен, и ты вообще оторван, и все такое. Но это все мои мнения, мое мнение. Мы составляем предложение. Когда к любому человеку, к любому мужчине старше себя возрастом, ты обращаешься как «ага», ты подчеркиваешь его статус, его возраст и свое уважительное отношение. Соответственно, он тебе обязательно будет также уважительно отвечать. Вот таким образом составляйте, пожалуйста, свои собственные предложения со словом «ага». Предложения должны быть полноценные, и предложений должно быть достаточно. Вы прямо почувствуете, когда это слово прямо вошьется в вашу память, оно станет вашим. И вы прям почувствуете, что вы сможете с легкостью использовать его при разговоре на казахском языке. Вы прямо это почувствуете. Я призываю вас использовать те слова, которые вы уже запомнили, потому что, сами понимаете, практика всегда важна. Тренировка – залог профессионализма. Обязательно старайтесь использовать, пусть вы не можете полностью предложения на казахском языке, но используйте такие предложения, как мы с вами составляем. То есть половину на русском, одно слово на казахском. Все равно это будет способствовать вашей уверенности. Плюс, даже если вы таким образом обращаетесь к другому человеку, да, он будет чувствовать, что вы все равно стараетесь как-то понять его язык, как-то стараетесь на казахском разговаривать. Поэтому просто тренируйтесь, практикуйтесь, применяйте слова, которые вы уже запомнили на моем канале. Спасибо вам за то, что вы смотрите мои видео, пишите мне комментарии, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Отправляйте ссылку другим людям, которые тоже хотели бы быстро и хорошо, эффективно запоминать казахские слова. Ну все. Сау болыңыз. До свидания.